Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 19 января. Это у нас с вами понедельник. День очень позитивный, классный, как с астрологической точки зрения, так и с нумерологической. У нас с вами 19.01.2026, это в сумме 21. А под 21 арканом идет аркан Мир. Мир — это такое, знаете, вот внутреннее умиротворение, спокойствие, баланс, желание заниматься там собой, своими какими-то делами, такое внутреннее умиротворение, независимо от каких-то внешних обстоятельств. Также это события, которые касаются всего мира, могут происходить в этот день. Поэтому очень-очень классный день. Плюс 19 это крещение. Да, я поздравляю всех, кто будет отмечать этот праздник 19 числа. Так что прогноз должен быть очень даже позитивным. Буду смотреть на пассиансе, так как у нас нет, как бы день не обещает каких-то неприятностей, поэтому я думаю, что на Ленорман нет смысла смотреть. На Ленорман я смотрю дни сложные, когда надо покопаться, да, там посмотреть, что к чему. А мы посмотрим, я думаю, что здесь ничего у нас с вами плохого быть не должно в этот день. Первый у нас Овны. Смотрим Овны, 19 января, понедельник, как этот день пройдет для Овнов. 19 января. Книга выпадает. Первое событие. Это, кстати, хорошо, потому что у нас мир — это день успеха. И вот все вопросы в казенном доме, в госучреждении могут заканчиваться успешно. Рыба. Лебедь. Месяц. Может быть, вы каждый месяц ходите в госучреждение решать какой-то вопрос. Угу. Роза и солнце. Тут у нас прям выпадает личная жизнь, а здесь дела. Скучковались. Так, есть бабочка. Но тут еще есть одно событие. Видите, чемоданчик тоже можно соединить. Но я первую бабочку видела. Чемодан — это временная разлука. О, будильник. Ну, это все похоже на дела. Ключик нельзя. Так. Ага, и есть еще колокольчик. Ну, давайте начнем, значит, с вот этой стороны. Да, что здесь у нас по работе, делам? Что мы видим? Казенный дом, посещение госучреждения, скользкое дело, рыба. Ну, возможно, там придется как-то вопросы решать, не знаю, там через какие-то хитрые схемы, коррупцию там и так далее. События в месяце, то есть показывает, что события, которое постоянно повторяется, будет в этот день. Возможно, это связано с этим госучреждением. Деловой разговор, деловое общение, и будильник показывает в определенное время. То есть, скорее всего, на понедельник у большинства из вас либо уже назначено, либо, может быть, в понедельник, да, там придет сообщение о том, что вам надо прийти в госучреждение на определенное время, с кем-то поговорить. И, возможно, вы это делаете с какой-то периодичностью. Ну, единственное, что здесь вот минусом выпадает, это рыба. Может быть, вам придется выкручиваться как рыба, да, или той стороне придется вот вести себя как рыба по отношению к вам, чтобы что-то там получить. Ну, вот так. А из хорошего у вас выпадает гармоничные отношения в паре, свидание, радость и пустые разговоры, болтовня. Ну, то есть, или приятная встреча. Приятная встреча с любимым человеком, разговоры, радость и парное событие. Так что у вас, видите, и в личной жизни, и в работе тоже будет какая-то встреча, какие-то дела. Единственный минус — это вот эта рыба. Ну, посмотрим, как она проиграется. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу к Тельцам. Так, значит, собираем, чтобы все события не повторялись. Да, как мне пишут в комментариях, вы плохо мешаете, вы их плохо... Я их собираю, видите, даже отдельно. То есть я складываю одну карту сюда, другую сюда, чтобы у них не было возможности повториться. Поэтому, когда они повторяются, это значит, что так должно быть, а не потому, что я плохо помешала. 19 января, Тельцы.
Понедельник, события дня. Угу. Подсвечник. Первое событие в понедельник у вас. Так, проверяйте вместе со мной. Может быть, я что-то пропущу, вы увидите. И у вас тогда проиграется. Конвертик. Лебедя вижу. Угу. Пожалуйста, да. Некоторые события повторяются как у Овна, но я складывала в разные места. Поэтому это не потому, что я плохо мешала, а потому что у вас такие, да, вот часть событий, как и у Овнов, просто совпадает. Угу. Есть еще замочек, вижу. Здесь нет, здесь нет. Ну, здесь не вижу совпадений. У вас 5 событий. Первое событие — надежда. Какие-то надежды есть на этот день. Ожидание надежды. Дальше получение есть. Вот, может быть, вы ожидаете какого-то получения. О, еще пропустила подарочек. Хорошее событие. Дальше, значит, получение. Гармоничные отношения в паре. Приятная встреча, свидание. Подарочек можете получить или подарить. И откроется какая-то тайна, какой-то секрет в этот день по замку. Что-то такое узнаете, что до этого не знали. Так что у вас, в принципе, все события очень хорошие. Благодарю за внимание. Переходим к близнецам. Опять же, складываем так, чтобы не повторялись. Угу. И смотрим близнецов. 19 января. Близнецы. События дня. Понедельник. Как пройдет этот день для близнецов? Так, близнецы, первое событие — ключ. День будет для вас очень важным. Деньги, прибыль, сундук. Маску нельзя. Розу нельзя. Будильник. Дерево. Так. Угу. Давайте проверим теперь здесь, что. О, есть свиток. Здесь не вижу, здесь не вижу. Получается 5 событий. Первое событие — выпало ключ, выпал, говорит о том, что в этот день все в ваших руках. Вот как вы себе там запланируете, задумаете, так все и будет. И еще ключ может показывать важность этого дня. Дальше прибыль будет, финансовые поступления, деловая встреча будет, приглашение, вас куда-то пригласят, позовут. И будильник говорит о том, что, скорее всего, день будет распланирован по времени. Допустим, там встреча в одно время, приглашение в другое. Там и так далее. Поэтому вот, а будильник предупреждает о том, что вы можете как раз со временем не очень дружить в этот день. И карта Мир как раз она тоже об этом, о том, что время всегда как-то растягивается. Нам кажется, что у нас времени вагона, а его там потом не хватает. Поэтому тут вот по времени надо себя, знаете, как держать в ежовых рукавицах в этот день. Потому что по миру мы себя чувствуем очень расслабленно. И это сыграет с нами злую шутку. Поэтому такое для вас предупреждение на понедельник. Благодарю за внимание и переходим к ракам.
19 января, понедельник, события дня, раки. Так, раки, 19 января, понедельник. Поехали, смотрим. Первое, череп выпадает. Дерево. Внутренне чувствую, что что-то есть внутренне, а глаза не видят. Поэтому я так немножко зависла. Угу, подарок. Угу, победа. Бабочку нельзя. Змея. Цепь нельзя. Так, поехали, смотрим здесь. О, солнышко, супер. Солнышко всегда, ему всегда рады. Дальше. Здесь нет. Здесь нет, нет. Нет, нет. И здесь тоже я не вижу. Получается, раз, два, три, четыре, 6 событий. Первая тема здоровья в понедельник может отыгрываться. Может быть, будете заниматься здоровьем там, или что-то заболит, прихватит. Дальше приглашение может быть, радость, победа в работе, в делах, подарочек можете получить или подарить. Опять же, приглашение, подарок. И змея. Будете общаться со змеей. Кстати, если выпадает здоровье, то змея может быть доктор. Доктор, врач, лаборант. То есть кто-то связанный с медициной. Так, а что мне тут у вас все мутно? Не знаю, было так все время или только сейчас. Ну, раки, уже как получилось, да. Не заметила я, что он у меня фокус сбился. Поэтому вот еще как вариант, может быть, змея проиграется как работник медучреждения. Может быть. Если нет, тогда это может быть человек, рожденный там в год змеи, может быть по характеру такой, с острым язычком. В общем, будет у вас общение. А может быть, победите эту змею. Или победа в здоровье благодаря какому-то специалисту. В общем, вариантов тут может быть масса, так как могут между собой проигрываться карты. Такая информация для вас. В целом, вот если по здоровью здесь будет все не так плохо, как может показывать череп, то день можно считать хорошим для вас. Благодарю за внимание, раки. Переходим к львам. Львы. 19 января. События дня, львы. Бабочка. Первое событие. Угу, цветок. Яблоко.
Угу. Успех. Так, и здесь не вижу. В итоге я нашла 4 события для вас. Первое. Бабочка, деловой разговор, общение с кем-то, исполнение желания, успех в работе, в делах и слезы. Ну, слезы, кстати, могут быть и радостью. Ну, вот, например, от исполнения желания, слезы радости, от какого-то успеха в делах. Так что у вас, в принципе, все события хорошие. И в делах, и в желаниях исполнения, и возможно, вот деловой разговор для вас пройдет очень успешно. Так что, видите, вы у нас в этот день не исключение. У вас все хорошо. Смотрим дальше. Дальше будут девы. Посмотрим, как для дев пройдет этот день. 19 января, понедельник. Девы. События дня. Понедельник. Так, девы. Угу. Первое событие конверт у вас в понедельник. О, и шарики. Получение хороших новостей. Так. Ну, решили, хватит, да? Больше ничего нам не показывают. О, подарочек тоже хорошо. Подарочкам всегда рады. Угу. Тайный подарок. Может быть, вам кто-то сделал сюрприз, делает. Так, смотрим, смотрим. Ну, я больше не вижу. Если вы вдруг найдете где-то что-то, тут, в принципе, в этой колоде события подписаны. Значит, я нашла только конверт, это получение. Это может быть получение информации, получение документа, получение посылки, получение там чего угодно. Но, скорее всего, что это получение хороших новостей, потому что выпадают рядом шарики, это хорошие новости. Подарочек также выпадает в этот день. И тайна. Открывается какая-то тайна. Может быть, тайна, связанная с подарком. Может быть, вы в тайне делаете кому-то, да, какой-то сюрприз. Или вам в тайне делать. То есть тут проигрываться может по-разному. А может быть, отдельно просто подарок и отдельно какая-то информация, которую вы не знали. Да, то есть они могут и отдельно проиграться. Хотя обычно, когда выпадает вот так прям рядышком, то часто это одно событие. Ну, в общем, поживем увидим. Но в принципе все события у вас позитивные на этот день. Так что, как я и говорила в начале видео, этот день обещает быть очень-очень даже радостным. Ну и, в принципе, видите, ничего плохого не выпадает. Так, смотрим дальше. Весы. 19 января. Весы. События дня. Сразу же любовь, 2 сердца выпало. Шарики. Цыпленочка нельзя. Угу. Сундук тоже хорошо. Замок. Кстати, у очень многих знаков выпадает замок. Я уже заметила. Может быть, откроется какая-то информация по замку, которая была спрятана от всех нас, да, вот касательно всего мира, потому что часто в этот день происходят события, которые затрагивают весь мир. Что-то такое интересненькое можем с вами узнать. Бабочка нельзя. Угу. Тайная встреча. Угу.
деловая встреча. Деловая встреча может быть тайной. Так, ну и здесь и удача. Возможно, эта встреча пройдет для вас очень удачно. Встреча, удача. И проверяем, конечно, горизонталь, вертикаль. Ищем еще информацию. Месяц нельзя. Здесь нет. Значит, получается, в этот день точно все хорошо в любви. Любовь выпала. Взаимность, любовь, симпатия, горячая любовь. Да, тут написано, хорошие новости вас ждут, финансовые поступления, деловая встреча, тайная встреча, удача, счастье, ну, везение. Да, вот встреча, скорее всего, и везение. Открывается какая-то тайная информация, которую вы не знали. Опять же, да, кто владеет информацией, владеет миром. Поэтому открытие любой информации — это всегда очень важно. Поэтому все события у вас, в принципе, позитивные. Так что у вас тоже все хорошо. Видите, у нас сегодня прям классный день. Как я в начале видео и сказала, что у нас под арканом мир вряд ли будет что-то негативное. Еще ни одной не выпало. Ни неприятности, ни ссоры, ни конфликта, ничегошеньки. Смотрим дальше скорпионов. 19 января. 19 января, понедельник. События дня, скорпионы. Так, скорпиончики, смотрим, что у вас. Первое событие — Луна, месяц. Да, еще можно сказать. Деньги. Ну, возможно, это как-то связано с деньгами. То есть будет событие, которое повторяется каждый месяц. Вы получаете деньги, тратите, либо что-то оплачиваете, тратите деньги. Еще ключик тут рядышком выпал. Может быть, какая-то важная покупка. Может, таким образом проиграется. Колокольчик. Маска. Так, сейчас проверяем здесь. Успех. Здесь нет, нет, нет. И здесь нет. Значит, смотрите, что повыпадало. Первое. Месяц. События, которые имеют цикличность и происходят с вами постоянно. Ну, может быть, там плюс-минус день. Да, то есть это может быть 18-20 еще тоже. Дальше деньги. Мешок с деньгами. Ну, скорее это будут расходы, чем поступления. Ну, в общем, какое-то событие связано с деньгами. Дальше ключ. Важное событие. И ключ показывает, что все в ваших руках. И будет так, как вы захотите в этот день. Пустые разговоры, болтовня будет. Будет успех в работе, в делах в этот день. И выпала маска. Маска — это обман. Ну, основное значение маски — это обман. Что, допустим, там либо нас кто-то обманывает, либо мы на себя надеваем маску, допустим, мы прикидываемся в какой-то ситуации, да, где там нам не хочется общаться, а мы натягиваем улыбку, да, вот и вынуждены. Может быть так. Но маска — это еще и может быть, например, посещение косметолога, да, идем там на какую-то масочку. Это может быть посещение театра, да, где люди играют роли, может таким образом проигрываться. То есть иногда события проигрываются немножко не так, как вот здесь нам написал автор. Да, вот он написал, что это обман, а это может быть немного по-другому. Поэтому вот такая вот история. То есть тут может проиграться таким образом, что это будет, допустим, просто там вы играете какую-то роль или кто-то играет какую-то роль. Так что вот такая информация для вас, скорпионы. Ну, у вас классный день в делах, успех. Да, вот как и в карте мир, в классике, там надо было мне взять классическую все-таки карту. Там нарисован такой венок овальный, да, вот такой же. И вот как раз вот этот венок, он и показывает успех, большой успех в делах, в работе. Так что в делах и в работе нас в этот день может ждать многих хорошие новости, успехи, результаты.
В принципе, карты так и показали, что этот день ничего негативного с собой не несет. Я пока ничего негативного не увидела. Даже вот эта маска, я думаю, что она проиграется по-другому здесь. Смотрим дальше. Стрельцы. 19 января. Понедельник. События дня. Стрельцы. Угу. Успех. Угу. Победа. Вот то, что я и говорила в этот день. Успех и победа в работе, в делах, они нам как бы гарантированы по карте мир. Ключ тоже вот частенько выпадает знаком ключик. Сегодня, да, то есть это умение найти какой-то выход, решение из сложной ситуации, да, миром все для себя разрешить. Успехом, миром. Метла. Вот первый раз выпала ссора. Ну и то, я думаю, что у нас здесь проиграется. Хотя, может быть, какие-то разногласия с другом будут в этот день. Здесь нет. Нет, нет, нет. Горизонталь, вертикаль совпадений не вижу. Получается, у вас выпадает успех, победа в работе, в делах, ключ, все в ваших руках. То есть от вас будет зависеть многое, от ваших действий. Ну, еще день может быть важным для вас. Дальше общение с друзьями выпадает, дружеские посиделки, там переписки. Но рядом с друзьями выпадает метла. Метла — это могут быть споры, это не конфликт. А вот мечи у нас могут показывать прям конфликт жесткий. А метла — это, ну, не знаю, там разногласия, разные мнения, споры и так далее. То есть, возможно, вы с друзьями будете на какую-то тему спорить. Метла еще может проигрываться из опыта, она и проигрывается как наведение порядков, уборка, чистка, уборка, да, и так далее. Может быть, не знаю, там с друзьями будете где-то порядки наводить в этот день, как вариант. Ну, может быть и так. Так что такая информация для вас. То есть у вас как бы из минуса такого маленького это вот эта метла. Хотя поживем увидим, возможно, она и проиграется не минусом, а плюсом. Благодарю за внимание, стрельцы. Переходим к козерожкам. Так, смотрим теперь, как для козерогов пройдет понедельник. 19 января. События дня Козероги. Книга. Угу. Корабль. Угу. Подсвечник вижу. Домик. Шарики. Хорошее событие.
Ну, здесь нет. Значит, смотрите, 5 событий, все события хорошие. Первое, посещение госучреждения. В этот день может быть казенный дом, госструктура, госучреждение, работа как вариант. Казенный дом, дальше ожидание. Ну, возможно, там будете ждать кораблик. Ожидать чего-то, кого-то. Дальше какое-то событие, может быть, дома в семье в этот день. Хорошие новости. Опять же, они могут быть как в доме, так и, например, там, где вы чего-то ждете, хорошие новости. И надежда. Вы в ожидании, в надежде на что-то, и, скорее всего, что вы дождетесь, потому что выпадает ожидание, надежда и хорошие новости. Так что для вас этот день, да, под арканом мир будет очень даже успешным, как, в принципе, и у других знаков зодиака. Особенно это касательно вот каких-то госучреждений. Благодарю за внимание, Козероги. Переходим к Водолеям. Так, смотрим Водолеи. 19 января. Водолеи, 19 января, события дня. Первая Весы. Змея. Угу. Встреча со змеей. Подарок. Так, поехали, смотрим. Нет, 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 нет. Ну, горизонталь, вертикаль я не вижу совпадений. Получается 4 события я нашла для вас. Первое событие — это какой-то сложный выбор, колебания, сомнения, весы. Да, когда вот из стороны в сторону кидает, и ты думаешь, делать, не делать, будет, не будет, надо, не надо. Вот такие сомнения у вас могут быть в этот день. Дальше. Вас ждет какая-то важная встреча. Свиток — это какая-то деловая, рабочая, вот именно важная, не личная, неприятная. Потому что приятно у нас показывает роза, а это именно какие-то такие деловые. И видите, рядом выпадает подарок и змея. То есть, скорее всего, либо вам на этой встрече подарят подарок, либо вы подарите подарок, да, вот придете к этой змее, чтобы как-то вот немножко, да, так смягчить атмосферу, да, вот и убрать ее вот эту язвость, вот эту, возможно, вы какой-то ей там презентик преподнесете, да, подарок. А может быть, это она вам, кто знает. В общем, здесь подарок, встреча и змея. Ну, змея — это общение вот как раз с человеком, с которым сложно общаться, потому что он умеет критиковать, язвить, подкалывать, да, вот, ну, такое не самое приятное общение. Поэтому, ну, опять же, змея не всегда к нам, да, вот в отношении нас выпускает этот яд, не всегда. Поэтому будем надеяться, что для вас проиграется, да, вот таким образом, что она в этот день будет мирная, спокойная и вот свой яд оставит дома. Так что, Водолей, в принципе, у вас, ну, как бы плохих событий не выпало. Для меня плохие — это маска, там расческа, мечи, метла, вот такое ничего не повыпадало. Колодец, да, тоже вот. Поэтому, слава богу, этого ничего ни у вас, ни практически ни у кого в этот день не выпало. Так что у нас с вами будет чудеснейший день, понедельник. Благодарю за внимание. Переходим к рыбкам. Остались у нас рыбки. Сейчас, если еще у рыбок будет все хорошо, чудесно будет. 19 января. Рыбы. События дня. Понедельник.
Рыбы, 19 января. Угу. Сразу же любовь, рыбки. Первое событие. Вот вы у меня последний знак, я уже всем сделала расклад. И у всех события очень хорошие. Ни у кого плохого ничего не выпало. Ну, там пару знаков выпало, там метла, мелочи какие-то выпали. Ничего такого глобального. Сейчас еще у вас посмотрим. И можно будет сделать вывод, что этот день просто замечательный. Угу. Весы. Цепь. Так, давайте пробежимся, посмотрим, что у нас с вами здесь. О, есть еще роза. Роза. Здесь нет, и здесь нет. А, вот еще были ножницы по горизонтали. Сразу не увидела. Значит, смотрите, что у нас с вами получается в этот день. У вас выпадает любовь, сразу же любовь, любовь, романтика. Это все, кстати, очень соответствует, да, аркану мир. Находим, да, вот какую-то гармонию во взаимоотношениях. Дальше дружба, любовь, дружба, общение с друзьями, общение с любимым человеком. Может быть какой-то сложный выбор в этот день, весы. Два варианта, будете принимать решение, выбирать. Будет также очень приятная встреча по розе. Опять же, это с любимым человеком или это с друзьями. Не знаю, может быть, или там. В общем, какая-то приятная встреча будет в этот день. И смотрите, выпадает цепь, показывает, что может быть нерешенный вопрос в этот день. Но выпадают вместе с этим ножницы и говорят, что нерешенный вопрос может в этот день решиться. То есть тот, который вы уже там много раз пробовали решать и не получилось. Вот в понедельник у вас может получиться, потому что выпадают ножницы в этот день. Так что попробуйте, если есть какое-то такое одно дело, которое никак у вас не сдвинется с мертвой точки, да, или вы там не поставите какую-то точку. Вот попробуйте 19-го его сделать, должно получиться. Тут, видите, еще и весы рядом выпадают, у вас такое сомнение есть. Вот, а вдруг опять не получится, опять пробовать, опять делать, да, вот есть вот эти сомнения. Попробуйте. Видите, ножницы говорят, что все должно получиться в этот день. Потому что день, аркан мир, он в принципе несет с собой успех, да, этот аркан, вот энергию успеха. Поэтому этот день обещает пройти очень так позитивно и классно. Плюс там астрологические показания хорошие. Ну вот астрологически, нумерологически, видите, все так сходится, поэтому день классный. И все вот события на всех 12 знаках показали, что действительно будет успех, удача в делах, в любви все хорошо будет. Не выпали ни ссоры, ни конфликты, ни неприятности, ничего этого не выпало в этот день. Так что шикарный день. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.